Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Мы очень рады участвовать в круглом столе. И я должен сказать, что несмотря на то, что мы физики, теоретики, тема исследования живых систем в нашем институте исследуется давно, уже около 50 лет. И основателем концепции биотической регуляции является Виктор Георгиевич Горшков, который, в общем-то, начинал свою карьеру как выдающийся физик-теоретик, и он получил ряд классических результатов, которые вошли в аналы теоретической физики высоких энергий. Где-то в середине 70-х годов его интересы сдвинулись в изучение живых систем, и в то время он имел возможность посещать различные места Советского Союза и наблюдать дикую природу. То есть он обладал очень глубоким знанием того, как выглядят и как работают ненарушенные экосистемы. Следующий слайд, пожалуйста. Я начну свой доклад с понятий, которые активно используются в концепции, и это как бы такой словарь, который нужно попробовать понять. Значит, прежде всего мы будем различать такие понятия, как запасы и потоки. И представьте себе, что каждый из вас миллиардер. То есть у каждого есть по миллиарду денег, пусть это будет там евро, я не знаю, там сомы или что-то. Вот Г – это миллиард, то есть единица с 9 нулями. Но я ее просто переписываю как 1000 миллионов. Это то же самое. Вот. И представим, это запас денег, вот количество денег, которое есть у каждого. И представим себе, что мы тратим эти деньги с очень большой скоростью. То есть, ну вот возьмем, к примеру, 100 миллионов евро в минуту. Эта величина вторая, она характеризует отток, то есть скорость потребления. И это уже поток. То есть она соотносится к первой величине, запас, как скорость по отношению к расстоянию, например. И их нельзя сравнивать, они имеют разные размерности. Так вот, представим себе, что если у вас такая скорость потребления, то тогда это означает, что ваш запас в 1000 миллионов будет израсходован за 10 минут. Потому что каждую минуту вы тратите 100 миллионов каких-то единиц, пусть это будет евро, в минуту. Но теперь мы ставим по-другому задачу. Допустим, мы хотим, чтобы этот запас денег был все время в стабильном, так называемом стационарном состоянии. То есть его колебания будут незначительные. И что нужно сделать, чтобы сохранить такую скорость потребления? То есть, чтобы тратить, опять же, 100 миллионов евро в минуту, но так, чтобы запас в 1000 миллионов, он сохранился в том же состоянии. Можно ли так сделать? Можно. Если у вас есть способ зарабатывать по 100 миллионов в минуту, тогда вы, так сказать, тратите столько же, сколько зарабатываете. А запас денег, он остается постоянным. Примерно 1000 миллионов. То есть вы миллиардер. И вот такая система, она называется система динамического равновесия. Механический аналог такой системы – это вот вертолет с соосной схемой несущих винтов, когда один винт крутится в одну сторону, а второй винт в другую. И тогда вертолет может висеть в воздухе. То есть он вроде бы как неподвижен, но при этом работает двигатель, винты крутятся. То есть вот это такой пример механический, когда вот вроде идут потоки денег в ту и другую сторону, количество денег остается постоянным, но при этом то есть деньги тратятся и зарабатываются. И представим теперь, что этот запас на самом деле находится в таком стабильном состоянии в течение времени 100 лет. Ну, грубо говоря, скажем, вот человек живет
порядка 100 лет. И вы все время, каждую минуту имеете на счету у себя 1000 миллионов, при этом тратите по 100 миллионов в минуту и так сказать, стационарность удерживается тем, что вы зарабатываете по 100 миллионов в минуту. И возникает вопрос, а может ли быть такая ситуация случайной? Нет, она не может быть случайной, потому что приток и отток, то есть скорость, которую зарабатываете и с которой вы тратите, в таком случае должна быть под контролем. Они не могут быть, то есть они должны быть скоррелированы, как говорят. Вот этот такой пример на самом деле показывает, следующий слайд, пожалуйста, показывает, как все устроено в природе, вот, как работают живые системы. Заменим эти деньги углеродом. Значит, данные по запасу органического углерода в почве и океане и неорганического углерода в атмосфере, они хорошо промерены и известны. Это 1000 гигатонн углерода. Значит, вот у меня эта величина записана. Гигатонны это опять это миллиард тонн. Но пусть эти числа вас не смущают. Пусть у вас, так сказать, это какие-то единицы, ну, пусть это будет аналог денег. Вот. То есть и первая величина это запас углерода. Это 1000 таких вот единиц. А вторая величина – это поток, то есть продуктивность, с какой скоростью этот углерод производится биотой, то есть вот природой, флорой и фауной. И это тоже величина экспериментальная, она известна. Это 100 гигатонн углерода в год. При этом мы видим, что если система нарушена, и у нас есть только производство, но нет обратного процесса, то биота может разрушить окружающую среду примерно за 10 лет, потому что она за 10 лет наработает значит, вот, вещества значит, вот, сравнимы с тем, что есть. То есть концентрации всех элементов поменяются стопроцентно. Но мы знаем, что окружающая среда находится в стационарном состоянии, то есть в стабильном состоянии на временах порядка существования биологических видов и даже экосистем, то есть десятков миллионов лет. Как же так получается, что биота работает с огромной скоростью, с огромной мощностью, производит этот углерод, и, так сказать, и при этом запас его, он на самом деле небольшой по сравнению с... Он мог бы, так сказать, выработаться за 10 лет, а запас примерно стабильный. Да потому что синтез органики и разложение органики на неорганические вещества в биоте примерно одинаковы. За счет этого обеспечивается стабильность. Вот эта система называется система в динамическом равновесии. Еще одна величина, которую я хотел бы, чтобы вы почувствовали порядки величины. Мы знаем, что сейчас система разбалансирована, и у нас в атмосфере накапливается избыточный углерод в виде парникового газа СО2, углекислого газа, и скорость такого накопления происходит примерно значит, на уровне 5 гигатонн в год. При этом мощность биотических процессов 100 гигатонн в год, то есть в 20 раз мощнее природные процессы, чем та скорость накопления вот, избыточного углерода в виде парникового газа. Это говорит о том, что вот система разбалансирована, и ее мощности не хватает, чтобы справиться и выровнять синтез и разложение. То есть происходит такой дисбаланс. И еще один момент, который я хотел обратить внимание, значит, это время оборота пресной воды на суше, примерно 5 лет. Это тоже экспериментальная величина, и она хорошо промерена. По-моему, первый эту оценку получил известный советский гидролог Львович. И мы знаем, что реки текут вечно, или, скажем, на временах порядка вот, существования экосистем и биологических видов, то есть десятки миллионов лет. Как же так получается, что время оборота 5 лет, а такая стабильность? Мы увидим в дальнейшем, что сток речной компенсируется притоком атмосферной влаги на сушу. И рассмотрим более подробно такие механизмы. Как это все происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одно понятие, которое мы будем использовать, это экосистемы. И я буду использовать такую простую аналогию, чтобы вам было более понятно. Для вас очень близкое понятие рынок, и на рынке у вас есть структурные единицы, производитель. То есть, скажем, фермер со своей семьей, родственники, которые связаны друг с другом. И вот эта структурная единица мы назовем локальная экосистема.
на рынок, когда производитель выходит с готовой продукции, там много независимых производителей, то есть разных фермеров, которые друг от друга уже не зависят, и они уже конкуренты друг другу. Так что вот большое сообщество производителей позволяет рынку отбалансировать, оптимизировать цену на каждый товар. Чем больше производителей, тем точнее происходит такая оптимизация. Вот буквально такой же рыночный механизм происходит в экосистеме, когда вот организмы связаны друг с другом и выступают они такими структурными единицами, и этих единиц очень много. То есть внутри единицы эти организмы скоррелированы, и они активно взаимодействуют с окружающей средой, а взаимодействие между этими структурными локальными экосистемами, оно другое, то есть они уже конкуренты. И вот за счет того, что у вас много локальных систем, происходит оптимизация параметров окружающей среды, таких как температура, содержание атмосферных газов и так далее. То есть очень сложная система, которая работает по рыночным механизмам. Кроме этого, экосистема содержит также крупных животных, которые к какой-то локальной экосистеме не принадлежат. И в этом смысле, если мы опять возвращаемся, к примеру, с рынком, крупные животные – это аналог неких разбойников, которые не могут произвести товар, которые не платят за него, но они пользуются услугами производителей. И здесь нужно еще отметить следующее, что выделяют экосистемы, вот говорят про биоразнообразие, но биоразнообразие все-таки достаточно бедное понятие, то есть жизнь гораздо сложнее. И в чем, скажем, не хватает этого понятия биоразнообразия, так это в том, что нужно еще учитывать, а как они функционируют, эти экосистемы. И оказывается, что если взять естественные, их еще называют малонарушенные экосистемы, то они обладают уникальной способностью регулировать окружающую среду, то есть они создают среду и удерживают параметры, которые их характеризуют, на оптимальном, приемлемом для себя уровне. Если эта система нарушена за неким пороговым значением, тогда эта экосистема уже не способна регулировать окружающую среду, она ее сама дестабилизирует. И аналог, опять же, с рынком, когда у вас, скажем, на рынке остается мало производителей, мало продавцов, тогда цена на товар может сильно скакать, то есть она может не оптимизироваться, она может быть большой, может быть маленькой, так сказать, обычно большой, потому что когда производитель задирает цену, вы ничего не можете сделать, потому что другого выбора у вас нет. То есть ключевой параметр, который характеризует экосистему, это степень нарушенности экосистемы. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот здесь на фотографиях две экосистемы. Левая, естественная, правая нарушенная. И естественная экосистема обладает уникальным свойством. Эти экосистемы самодостаточны, они вечны. То есть они обеспечивают себя влагой, они стабильны к засухам, к наводнениям, к пожарам, устойчивы к вредителям, они обеспечивают нормальную инфильтрацию почвы. А нарушенные экосистемы, они очень неустойчивы, как больной человек по сравнению с здоровым. То есть они требуют и полива, и ухода, они очень слабы, их может очень легко вывалить ветровал или жуки, короеды подавить. То есть они не обеспечивают регуляцию влаги и могут попасть в стрессовое состояние и погибнуть. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь я хотел бы сравнить некую разницу, отметить разницу между традиционным подходом и биотической регуляцией, потому что есть некие расхождения, как вообще трактуется проблема окружающей среды, изменений климата, и чтобы правильно решать задачу, нужно ее вообще-то правильно сформулировать. Так вот, в традиционном подходе окружающая среда считается случайно заданной в состоянии, которое пригодно для жизни.
Но мы знаем из эксперимента, что такая среда на самом деле, с точки зрения физики и химии, она очень неустойчива, она быстро распадается. И вот биотическая регуляция возникла из попытки вот согласовать существующие экспериментальные данные по времени распада окружающей среды и вот стабильности, которая наблюдается, состояние, которое наблюдается в природе. То есть и тогда мы должны допустить и принять, что жизнь сама контролирует, создает, поддерживает оптимальную окружающую среду. То есть окружающая среда – это функция, результат деятельности вот, естественных экосистем. В традиционном подходе жизнь приспосабливается к любым изменениям окружающей среды, как говорят, адаптируется. А в биотической регуляции ситуация совсем другая. Жизнь компенсирует неблагоприятные отклонения окружающей среды от оптимума. То есть она все время пытается выставить параметры окружающей среды в оптимальном для себя состоянии. И эти параметры, на самом деле, они определяются биологическими причинами. Не физическими и не химическими, а именно биологическими. То есть жизнь, она настолько сложна, вот мы физики занимаемся исследованием физических законов. И все эти физические законы работают для живых систем, но физики недостаточно для того, чтобы описать жизнь, живую систему. То есть нужно привлекать знания и биологии, потому что, скажем, та температура окружающей среды, средняя, там, глобальная, которую мы наблюдаем, она вообще-то не совсем физическая, потому что, да, есть излучение Солнца, но есть еще и атмосфера, которая через облачность может, и она действительно оказывает влияние на физическую и переводит эту температуру в оптимальный режим, используя два рычага: охлаждение и нагрев. И вот эти процессы, на самом деле, они находятся под контролем биоты. Поэтому еще один момент, значит, как я уже отмечал, что различают по функциональности естественные и нарушенные экосистемы. Поэтому, и если в традиционном подходе никакой принципиальной разницы в воздействии на окружающую среду этих нарушенных и естественных экосистем нет, то биотическая регуляция выделяет естественные экосистемы как те, которые стабилизируют окружающую среду, а нарушенные экосистемы окружающую среду дестабилизируют. То есть я уже говорил, что они примерно соотносятся так же, как здоровый и больной человек. Тем более, что вот даже если есть какая-то болезнь, здоровый человек может вылечиться сам, без медикаментов, и вот это у него отличие. А если человек серьезно болен и сам уже не может вылечиться, это вот аналог нарушенной экосистемы, ему нужна специальная помощь, медицинское лечение в госпитале, так сказать, это другой случай. То есть нужно различать функциональность, она совершенно разная. Следующий, пожалуйста, слайд. При нарушениях, например, при рубке или пожаре, восстановление леса – это очень сложный многоступенчатый механизм, и лес проходит определенной последовательность стадий восстановления. Начинается процесс восстановления с почвы, и это делают виды-ремонтники, травы, кустарники, потом идут деревья первичной сукцессии, которые живут там порядка 100 лет. И особенность всех этих видов состоит в том, что они переходные, то есть они живут ограниченное количество времени и подготавливают почву для своего собственного уничтожения, но так, чтобы эта почва была пригодна для жизни следующих поколений других видов, которые называются позднесукцессионные или климаксные виды. Продуктивность, мы видим, во времени быстро растет, потом она насыщается, весь процесс занимает сотни лет при естественной сукцессии, но когда лес выходит или обладает такой способностью, когда он здоровый, может выйти на состояние вот, когда уже появились и функционируют климаксные виды, то в этом состоянии это состояние вечности. То есть там есть распределение по видам, там есть распределение по возрастам, и это все как семья, где каждый член этой семьи имеет свои функции, свою работу, и даже если происходит смерть одного дерева, то экосистема продолжает функционировать, то есть она работает, может существовать бесконечно долго в одном и том же состоянии. Следующий слайд, пожалуйста.
Вот еще раз один тут у меня слайд с фотографиями, как выглядит естественный малонарушенный разноровостный темнохвойный лес слева, в котором осуществляется устойчивый поток поколений. И послепожарный вторичный сосновый лес, обычно это одновозрастный древостой, одни виды. И такой лес очень неустойчив к засухам, например, он к интервалам, и если его высаживают одновременно, то они и умирают, все эти деревья, практически одновременно. То есть совсем не так, как это в естественном лесу, когда вываливается, если вываливается, то единичные деревья, и процесс восстановления, так называемая оконная динамика, когда виды ремонтники залечивают эту рану. То есть совершенно разное поведение. Малонарушенные леса регулируют почвенную влагу, они обеспечивают устойчивое увлажнение атмосферы. У него очень много функций, как по почве, так и по транспорту влаги. И мы их подробнее рассмотрим дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Лес обладает, деревья обладают, или растения, деревья обладают способностью к транспирации. То есть во время фотосинтеза происходит захват молекул СО2 и выброс через устицы, дырочки такие, выброс в атмосферу сотен молекул воды. Причем лес выбрасывает больше воды, там 3 сотни, 4 сотни молекул воды на каждую захваченную молекулу СО2. И биологи называют это расточительством, но на самом деле, как мы увидим, это процесс контроля над осадками, над атмосферными процессами посредством увлажнения атмосферы, когда вода выкачивается из почвы в жидкой фазе и выбрасывает, значит, происходит разрыв молекулярных связей, то есть из жидкости дерево готовит пар, то есть молекулы газа уже, который является, кстати, парниковым газом, и он по процентному содержанию превышает содержание углекислого газа. И, то есть дерево работает на солнечной энергии, на солнечных фотонах, осуществляет так называемый фазовый переход, то есть когда жидкость из почвы переводится в атмосферу в виде молекул, в виде газа. И за счет этого, как мы увидим более подробно чуть дальше, лес может управлять влажными потоками воздуха и вызывать осадки, стягивая влажный воздух с океана, высаживая его на материке в нужном для него месте, в нужном количестве. Вот. И циркуляция выглядит так, что после того, как эта влага выпала, сухой воздух опять опускается над океаном. Экспериментальные данные показывают, что существует нелинейная зависимость осадков от содержания влаги в атмосфере. И вот эта кривая осадков от содержания влаги в атмосфере вот нарисована синим таким графиком здесь. И можно выделить два режима. Первый режим, засушливый, он характерен для обезлесенных участков. Мы видим, что увеличение содержания влаги в атмосфере, например, от 10 мм до 20 практически не вызывает осадков. Более того, тут еще, так сказать, такой логарифмический масштаб, но тут на самом деле даже есть такая ямка, она здесь плохо видна, то есть увеличивая транспирацию, такая система может уменьшить осадки. И вот это засушленный ненормальный режим. Другой режим, влажный, когда, вот он синим таким кружочком обведен здесь, когда даже небольшие увлажнения атмосферы транспирируемой влагой вызывают дожди, осадки. На этой же кривой, вот здесь они здесь не указаны, при содержании влаги в атмосфере больше 65 где-то миллиметров, лежат и данные по ураганам. То есть это вихри атмосферы, когда влага тоже переносится, но скорость такого переноса очень высокая.
То есть здесь это уже не оптимальные параметры. Лес может влиять и влияет на транспорт влаги атмосферной, и он даже старается уменьшить эти ураганы. Но ураган – это фактически физический уже процесс, когда он выходит из-под контроля биоты и леса, и вот транспорт происходит с очень высокой скоростью. То есть лес старается выбрать все-таки оптимальные режимы и управлять влагой. Это очень сложная задача, потому что нужно компенсировать речной сток, приток, осадки, испарения. Нужно, чтобы в почву попадало влаги столько, сколько ей нужно, чтобы она в нужное время, в нужном месте попала. То есть очень сложная задача. Следующий слайд, пожалуйста. Этот процесс получил название биотического насоса или биотическая регуляция круговорота воды. В чем этот процесс состоит? Значит, транспирация леса увлажняет атмосферу. Как мы говорили, через устьице выбрасываются сотни молекул воды на каждую захваченную молекулу СО2 при фотосинтезе. Следующий слайд. Вот. Водяной пар поднимается и конденсируется в верхних холодных слоях атмосферы. В тропосфере температура падает с подъемом. При этом образуются облака. То есть лес может управлять облачностью и влиять на вид облаков, которые, как я уже говорил, в свою очередь могут оказывать влияние и оказывают на температурный эффект. И в зависимости от того, какие типы облачности, это может быть как охлаждающий, так и нагревающий эффект. То есть ситуация очень сложная. И она находится под контролем лесного покрова. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, дальше идет дождь. Следующий слайд. Лес, как губка, впитывает дождевую влагу, но эта губка протекает, и вода стекает за счет гравитационного притяжения с землей опять в океан, потому что суша выше в среднем, чем уровень океана. То есть вся эта вода уходит. Но здесь вот мне поступил один вопрос в чат. Значит, в чем разница между все-таки лесом и обезлесенным участком? Вообще говоря, давно уже где-то в 20-х годах, еще в первые годы советской власти, шла очень многолетняя дискуссия, а вообще нужны эти леса или нет. И были такие сторонники, которые говорили о том, что надо вырубать леса, потому что за счет транспирации идет потеря влаги, и реки мелеют. Но эта дискуссия закончилась тем, что, значит, выяснили тем, что леса именно помогают сохранять полноводность рек, что вот эта транспирация – это инвестиция, потому что как бы в будущее, потому что это транспирированная влага, это такой нетривиальный процесс, который компенсирует речной сток, то есть он, опять же, и получает еще лес вот, дополнительную влагу за счет притока, то есть инвестируя, как бы выбрасывая ее в атмосферу, лес замыкает баланс, и он эту влагу потом получает. Так вот, и в 1936 году ввели понятие водоохранных зон и водоохранных лесов, то есть значит, эти вопросы были решены, вот, что нужно сохранять леса именно для того, чтобы удерживать баланс водного режима, реки достаточно полноводными и минимизировать флуктуации, по крайней мере, уровня воды в реках. Так вот, разница между лесом и, скажем, нарушенной экосистемой в том, что лес сильно связан с процессами в почве, потому что деревья синтезируют органику своих листьев, а в почве эти листья разлагаются. То есть идет обратный процесс, который я говорил, который по мощности примерно такой же, как и мощность растительного покрова. Эти процессы сильно коррелированы между собой. И давно известно, что, скажем, на деградированных почвах сток в основном поверхностный. То есть влага в почву глубоко не проникает, а лес, он влияет на инфильтрацию почвы. Он регулирует времена оборотов подземных вод, так что, скажем, вот современные грунтовые воды, которые имеют глубину порядка 20 метров, то есть он может влиять на время оборота этих вод. И
И это очень такая нетривиальная система. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Вся почвенная влага, продолжаем процесс, значит, вся почвенная влага может стечь, как мы говорили, в океан всего за несколько лет. Львович оценивал это 5 лет. И поэтому, значит, чтобы замкнуть циркуляцию, необходим компенсирующий приток. Этот приток приходит уже в газовой фазе через атмосферу. И ветер приносит с суши водяной пар, который испарился с океана. Влажный воздух поднимается, охлаждается, и сухой воздух возвращается обратно. Вот такая циркуляция. То есть лес влияет на то, как, значит, влага поступает на континент. Конечно, транспорт может быть и циклоном, скажем, осуществляться, но контроль наличия циклона не закрывает возможность биотической регуляции. То есть все равно влага, дожди, мы знаем, могут управляться лесом через содержание водяного пара в атмосфере, а также через влияние на скорость подъема влажного воздуха. То есть это определяет и сходимость воздуха в данной области, и интенсивность таких процессов. Дальше, пожалуйста. Еще один интересный момент вот какой. Допустим, вот мы возьмем два разных места. Тут это фотографии сделаны в Чехии с помощью нашего коллеги Яна Покорного. Значит, я объясню, в чем дело. На левой фотографии, которая существует в двух версиях, обычная внизу и сделанная в инфракрасном диапазоне, большой снимок. Слева это есть деревья, а справа рядом же близлежащий участок, в то же время, где есть вырубка. Вот. Значит, слева в углу 17 градусов – это температура в центре фотографии. На левом рисунке 31 градус – это температура в центре второй фотографии. Так вот, какая разница? Мы видим, что если есть лес, то деревья осуществляют так называемую температурную инверсию, то есть высокая температура вверху, а на поверхности Земли температура ниже, чем на вершинах. Это не тень, это процесс, связанный с транспирацией, то есть солнечная энергия тратится не на нагрев, а на разрыв межмолекулярных связей, когда влага из почвы в виде жидкости, которая поступает, значит, превращается в пар, на это затрачивается энергия. Это так называемая энергия связи. И вот за счет этого происходит охлаждение поверхности. То есть мы видим, скажем, вот, здесь вот шкала справа, внизу здесь 13,6 градусов на левой фотографии. А на правой, где похожее место, в тот же день, вырубка, значит, желтая, вот по шкале это 50 градусов Цельсия. Мы видим, что тут 30 с лишним градусов разница. Только за счет вырубки нет транспирации, не тратится энергия на разрыв межмолекулярных связей, и все идет в нагрев. То есть, если в первом случае лес своим пологом закрывает или предотвращает подъем влажного воздуха с земной поверхности, так что поверхность почвы остается влажной, и вероятность пожара мала, то вот на правой фотографии мы видим, что рубка только за счет того, что нарушен процесс транспирации и лесной полог разрывается, это нарушает температурную инверсию, уменьшает транспирацию и увеличивает явный нагрев. То есть земная поверхность нагревается, она высыхает, вероятность пожара катастрофически растет. То есть рубка – это главная причина пожара. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один пример – это Родос. Это маленький остров в Греции, который окружен Средиземным морем. И несмотря на то, что вода есть вокруг, рядом, на сушу, на этот остров, она не поступает. Дело в том, что там были до 80-х годов прошлого века там были плантации оливок, и после очередной рубки или пожара, значит, естественный покров оставшийся был уничтожен. В результате
увеличилась засушливость, реки высохли. Возникла нехватка пресной воды, и им пришлось строить искусственный водосбор. То есть у них в течение года засуха, река сухая, но 1 или 2 дня в году вся эта влага вот стекает большим потоком. И чтобы это, значит, вот удержать ее, не дать ей быстро стечь за один день, строят искусственный водосбор, такое водохранилище, то есть, которое позволяет хоть как-то эту влагу использовать для питания растительного покрова. Но это уже катастрофическая ситуация, потому что вот уже, так сказать, здесь не работает биотический насос. Следующий слайд, пожалуйста. При этом мы видим сильную эрозию почвы, и молодая растительность не может победить эту засушливость, она ее усугубляет. Даже если есть какие-то остатки влаги, выбрасывается она в атмосферу, и вот реки высохли, они без воды. Следующий слайд, пожалуйста. И я хотел бы привести интересный отрывок из работы «Диалектика природы», которую писал Энгельс. Эта работа не закончена, но там есть два куска, один из которых называется «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Эти работы существуют как самостоятельные. Он интересно пишет. Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров собирания и хранения влаги. Когда альпийские итальянцы вырубали на южном склоне гор хвойные леса, так заботливо охраняемые на северном, они не предвидели, что этим подрезывают корни высокогорного скотоводства в своей области. Еще меньше они предвидели, что этим они на большую часть года оставят без воды свои горные источники, с тем, чтобы в период дождей эти источники могли изливать на равнину тем более бешеные потоки. И так на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо, находящийся вне природы, что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри нее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять. Я думаю, что лучше тут не скажешь. Следующий слайд, пожалуйста. Биотическая регуляция – это самосогласованная междисциплинарная концепция. Я не могу подробно останавливаться на всех ее аспектах, она достаточно доработана, но я хотел бы все-таки отметить некоторые выводы, которые следуют из нее. Механизмы биотической регуляции окружающей среды и климата чрезвычайно сложны, и их нельзя никак заменить никакими искусственными технологиями. Транспирация естественного леса увлажняет атмосферу, обеспечивает устойчивые осадки, приток атмосферной влаги, полноводность рек. Естественный лесной пояс оказывает стабилизирующее воздействие на круговорот воды в соседних регионах, включая сельскохозяйственные. Даже небольшие по площади естественные леса, сохраняющие гидрологическую устойчивость, имеют ключевое значение для борьбы с опустыниванием в южных районах России, Центральной Азии и Китая. Локальная борьба с засушливостью должна включать инициацию и ускорение естественной сукцессии и меры по удержанию дождевой влаги в ландшафте. У меня все, спасибо.